предложить о тех или иных подходах к тем или иным вопросам, которые у нас есть в республике. Да? Первое. Второе, это, конечно же, получать ответы на вопросы, которые волнуют вас и ваших читателей. Хочу пару слов сказать, прежде чем уже перейдем к вопросам. Одно из основных направлений, которым мы сейчас занимаемся, это участие Якутии в разработке национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года с перспективой до 1935 года, которая должна содержать предметные конкретные измерения, должна содержать измеримые показатели. В октябре уже Минвосток развития планирует начать обсуждение с экспертным сообществом подходов к разработке национальной программы. Я 18 сентября на встрече с президентом поблагодарил президента за принятие такого решения. Ну и сказал, что у нас в Якутии мы разработку этой программы будем вести не так, как раньше это делали, когда это было полностью прерогативой правительства, с обсуждением с узким кругом специалистов. А будем собирать сейчас предложения от населения, от общественников, от парламента, от муниципальных образований, от бизнес-структур, экспертного сообщества, для того, чтобы их максимально обобщить и потом уже как такое видение республики для включения в данную программу уже внести. Вот. Сейчас у нас эта работа уже началась. В том числе предложение можно направлять на мой личный сайт isnnikolaev.ru. Там для этого есть специальная форма. Вот. Далее хочу сказать, что по стратегии развития республики на период до 1932 года мы точно таким же образом собираем предложения. Сейчас уже в ближайшее время будет уже активно идти работа по подготовке конкретных пунктов данной стратегии. Конечно, она должна быть переработана. Мы должны описать стратегию, которую, во-первых, конечно, обязательно должны будем реализовать. Во-вторых, она все-таки должна быть стратегией роста, а не стратегией стабильности. Вот. Я и на речи во вступлении в должность про это говорил. Запрос на изменения в нашем обществе огромный, причем он есть повсеместно и у простых жителей республики, и у руководителей, и у бизнес-сообщества, у общественников. Во всех вузах, в которых я был, я побывал пока в 25 районах, еще раз говорю, запрос конкретно на изменения. Так? Соответственно, эта стратегия должна будет отвечать именно этот запрос, который наше общество сформулировало. Далее, сейчас дорабатываются и в ближайшее время будут подписываться указы. Первый указ я подписал сразу после вступления в должность. Это указ об экологическом благополучии Республики Саха-Якутия, так как я считаю, что здесь нам надо принимать безотлагательные меры. Так, в ближайшие недели появится указ по социально-экономическому, о стратегических направлениях экономического развития, социально-экономического развития республики, указ о развитии высокотехнологичного сектора экономики, указ о стратегических направлениях развития сельского хозяйства республики и указ о стратегических направлениях развития образования Республики Саха-Якутия. Это вот те указы, согласование которых сегодня находится на завершающем этапе. В каждом из них, конечно, будут отражены, вот вы первый указ, надеюсь, читали, вот примерно такие, с одной стороны глобальные, с другой стороны достаточно конкретные, для того, чтобы было понятно, каким образом то или иное направление нашей жизни, нашей республики будет развиваться в ближайшие годы. Вот. Сейчас идет работа также по кадровому составу правительства. Так, я с удовольствием читаю ваши измышления, размышления. Так, некоторые меня удивляют, некоторые близки к тем кандидатурам, о которых сегодня мы говорили и принимаем решения. Решения, они начнут приниматься с сегодняшнего дня. Вот, эти дни уже начнут кадровые указы выходить. Но вместе с тем вы знаете, что есть ряд должностей в правительстве, которые проходят в обязательном порядке
утверждение через Государственное собрание УТУМа. Это в обязательном порядке председатель и все заместители председателя правительства, ну, а также ряд министров. Вот. Перечень их тоже определен уже. Соответственно, эти назначения уже состоятся после сессии Государственного собрания УТУМа, которая, я надеюсь, состоится до 20 октября уже. Вот. Ну, вкратце у меня так, я думаю, что вопросов у вас много накопилось, поэтому с удовольствием на них отвечу. Как одна из, которая публикуем из Мышлизма, вот хотелось бы, чтобы вы нам приоткрыли завесу хотя бы тех, кого вы поменяете в ближайшее время в правительстве. Но я ждал указа, начнет выходить сегодня, так что потерпите пару часов, так уже начнет решение. Сергей Шмушев. Да, пожалуйста. Я бы хотела задать вопрос, который интересует, наверное, многих, и который на слуху уже много-много лет. Это вопрос о строительстве моста. Сейчас он очень активно обсуждается, и более того, называются уже конкретные сроки даже реализации этого проекта масштабного, ожидаемого. Можете прокомментировать, что сейчас обсуждается, вообще на каких стадиях все это, действительно ли можно ожидать этот мост? Мост обязательно надо ожидать. Я недаром, опять же, в речи на вступление в должность именно на этот проект обратил внимание как один из самых важных проектов, которые сегодня стоят перед республикой. Понимаете, мост уже сегодня имеет не только там какое-то значение с точки зрения того, чтобы давайте мы соединим там левый берег с правым берегом реки Лена, обеспечим завоз на город Иркутск. На самом деле сегодня на вопрос надо смотреть гораздо шире. Ленский мост, он должен стать не путем проезда в город Иркутск, так? Это должен стать мост, который соединит на самом деле через 10 лет где-то так, Иркутск и Магадан. Вот. Потому что сегодня мы должны вести речь о строительстве северного широтного хода автомобильного в нашей стране. Никогда его у нас не было. И, скажем так, Ленский мост в этом случае должен стать связующим звеном федеральных дорог Колыма, Лена и Вилюй. А дорога Вилюй, она должна идти не только до Мирного, как она сегодня исторически доходит, она должна дальше идти до уже на Иркутскую область. Так, и все Иркутскую область соединятся с федеральной трассой. И тогда у нас впервые в истории страна получит выход Иркутск, Мирный, Якутск, Магадан с выходом на Охотское море. Вот, я уж не говорю о том, какие при этом открываются перспективы с точки зрения освоения огромных территорий. Да? Даже то, что будет кратно сокращаться затраты на северный завоз, раз. Во-вторых, мы впервые получим транспортную круглогодичную доступность для порядка 87% населения нашей республики. Это уже само по себе оправдывает все затраты на строительство моста. Другой вопрос, конечно, что денег не хватает, проектов амбициозных в стране много. Тот же Сахалинский мост, тот же мост через Обь в Ямало-Ненецком округе. Есть и другие проекты и на юге страны. Вместе с тем, я считаю, что мы здесь не должны просто сидеть и ждать милости от природы. Вот. Мы должны активно в таком, знаете, находиться в очень плотном диалоге с федеральным правительством и с крупным бизнесом, который готов участвовать в строительстве данного моста. Вы знаете, что на Владивостоке, на Восточном экономическом форуме мы первый меморандум о намерениях подписали с участием самой крупной российской компании, которая работает в области государственно-частного партнерства с компанией ВИС и CFCC. Это одна из крупнейших в мире компаний в части строительства как раз автомобильных и железнодорожных мостов. Вот. У них консорциум также сейчас намерены входить в этот консорциум Российский фонд прямых инвестиций, банк ВТБ, ну то есть очень такая мощная группировка создается, которая намерена участвовать через конституционное соглашение в строительстве данного моста. Есть и другие предложения, которые сегодня тоже группы, скажем так, которые формируют свои подходы к этому вопросу и тоже готовы участвовать в этом проекте. Как уже самостоятельные игроки, мы, конечно же, будем в этом случае выбирать самое наилучшее, самое эффективное решение. Еще раз говорю, вопрос этот в первую очередь нужен нам, поэтому
Я, как глава республики, конечно же, считаю, что это один из приоритетов моей работы, мы должны постоянно заниматься. А 23-й год это реальный срок? Это называется 23-й год уже срок реализации? Или это как мечты? Ну, знаете, если ставить конкретные задачи, причем максимально приближенные к, скажем так, вот уже ближайшие пятилетия, так, то не надо этим заниматься, можно сказать, через 10 лет построено, так, и сидеть, свесив ножки. Вот. Хочу сказать, что Крымский мост построили за 3 года. Вот. Почему Ленский мост, который построить, на мой взгляд, все-таки никак не сложнее, так, а скорее всего даже более проще его построить. Так, почему его нельзя построить за примерно сопоставимый срок, я не вижу никаких препятствий. Другой вопрос, что, конечно, здесь мы должны в первую очередь решить построить экономическую и финансовую модель, которая всех удовлетворит. Сергей Сергеевич, можно продолжение темы, касается строительства моста? Вы правильно сказали, что в первую очередь этот мост нужен нам, самим якутянам, поэтому, наверное, нам здесь тоже в стороне оставаться не стоит. Вот я бы хотел с вами, вам предложить одну идею, что если вы издадите какой-то указ или инициативу по республиканскому софинансированию части денег, которые требуются для строительства моста. Допустим, крупные недропользователи могли бы добровольно, я подчеркиваю, добровольно жертвовать в открытые федеральном казначействе, допустим, счет, который защищенный, на который деньги могут только поступать, но не выводиться до того же 2023 года. Также могут участвовать, например, тот бизнес, который идет в разрез социальной политики, например, так называемые алкомагнаты, которые могли бы с каждой бутылки водки там по рублю условно отчислять в этот же фонд, опять-таки, говорю, добровольно. Здесь же мы можем говорить о том, что какие-то статьи бюджета можно обсуждать с населением. Допустим, в этом 2019 году мы на проведение торжеств по случаю Сахалонского праздника там не 400 условно миллионов, а 200 из них отправляем на этот счет, и так далее, и так далее. И здесь, возможно, если вдруг появятся деньги от Москвы или еще откуда-то, то просто накопленная там часть, которая будет на тот момент накоплена, она уходит обратно в бюджет, социальный блок. Тем самым, никто ничего не теряет, у нас начинает расти какая-то такая экономическая подушка, которая в любом случае потом пригодится. И, к примеру, в 2022 году, в 2023 можно там отправить, или вы сами, как-то в любом случае, гонца какого-то отправить, чтобы президенту нашей страны об этом сообщили, сказали, Владимир Ильич, мы вообще-то третий, или, допустим, половину собрали, давайте нам оставшуюся часть мы строим. Мне кажется, вполне можно это сделать. Как думаете? Спасибо, Антон. Спасибо за идею. Я надеюсь, что президенту я об этом скажу не в 2023 году, а гораздо раньше, так? Например, в году 2019. Так? И мост, на самом деле, сегодняшние наши расчеты, предварительные расчеты того плана, той дорожной карты, по которой мы сейчас начинаем двигаться, так мы все-таки планируем, что 2023-2024 год мы должны запустить мост. И работа здесь очень идет такая плотная. На самом деле мы привлекли инвесторов очень высокого класса, так, это реально крупнейшие структуры, еще раз говорю, в России и в Китае, так, и с точки зрения финансов Российский фонд прямых инвестиций и банк ВТБ тоже крупнейшие в своих отраслях структуры, Государственный институт развития. Сейчас, конечно, мы должны работать с федеральным правительством, потому что, к сожалению, я здесь хочу подчеркнуть, к сожалению, за прошедшие годы мы очень много утеряли позиции именно по Ленскому мосту. Если уж говорить напрямую, то на момент моей встречи с президентом в августе этот мост из всех программ, которые существуют в федеральном правительстве, он из всех был вычеркнут, просто вычеркнут, как мост, который построен быть не должен, в силу его неэффективности по очень многим показателям. И нам потребовалось, еще раз говорю, поручение президента, которое заставило вернуться, и мои личные встречи и с министром транспорта, и с вице-премьером Меркелевым, для того, чтобы федеральное правительство все-таки подходы тоже поменялись. Потому что, еще раз говорю, до сих пор считал, что это мост просто это ответвление в город Якутск. И никак не больше. Сейчас, слава богу, понимание уже появляется. Добрый день. У меня вопрос. А цена вопроса, сколько будет стоить мост? Мост, не сильно отличается от тех расчетов, которые были в свое время сделаны, он где-то порядка 60-70 миллиардов рублей. При этом, еще раз говорю, мы мост хотим построить автомобиль.
Ну, вот к нам вот недавно обращалась одна фирма, которая строит канатные дороги, да, ну, вроде как это может быть смешно звучит, да, но мне кажется, есть смысл на них обратить внимание, да, тоже на такие проекты. Они предлагают, к примеру, строительство канатных дорог, которые могут привозить до 3,5 тонн и там до 100 пассажиров. Коллеги, если мы строим мост для маленького города, да, то это да. Если мы строим мост, по которому будут соединяться минимум три крупнейших региона страны, по которым будут проходить сотни тысяч грузов, а может быть даже миллионы тонн грузов вот, ежегодно, конечно, давайте мы все-таки будем ближе к жизни, как мы должны строить раз и на столетие вперед. Добрый день. У меня вот вопросы чуть отойду от темы моста и по сельскому хозяйству, ну, по селу в общем. Вы, вот, став исполняющим обязанности, сразу вот, дали распоряжение по ускоренному финансированию сенокоса. Сейчас сенокос закончился, и вопрос такой, в будущем году, чтобы вот, вообще ликвидировать покупку сена весной за пределами регионов, какие вот конкретные вот, распоряжения и работа будет давать в следующем году или уже начнете в этом году? Это первый вопрос. И второй вопрос по центральному отоплению сел. Сейчас много людей, ну, в том числе из-за этого, переселяется в город. И ну, вот, в последние годы, в принципе, хорошая работа была проведена в селах по центральному отоплению. И как вы намерены продолжать эту работу? Спасибо. Коллеги, нас сегодня очень много, и поэтому давайте все-таки по одному вопросу, ладно? Ну, сейчас вот два, а потом по одному. Спасибо. Ефимова до власти дорвалась, все. Один вопрос. Скоро по записи. Так, только я что хочу сказать. Вот по сенокосу я считаю, что мы этот год отработали очень хорошо. В результате, в том числе, тех решений, которые мы тогда оперативно приняли, у нас по сену план практически выполнен, так, по сенажу, по силосу у нас гораздо выше, чем в прошлом году. Более того, работы и сейчас продолжаются, так, вот в части сенажа и силоса. Уверен, что уж в этом году мы точно покупать ничего не будем. Вместе с тем, вот в том указе, о котором я говорил, по развитию сельского хозяйства, мы обязательно отразим меры по расширению, повышению продуктивности пашен и сенокосных угодий. Это я отдельное совещание проводил где-то по мелиорации и по другим новым подходам. Так, я думаю, что мы это как раз сделаем. И, может быть, не через год, но через некоторое время вообще такая проблема все-таки у нас исчезнет. Вот. Что касается перехода на централизованное отопление, здесь вопрос на самом деле совсем непростой. Вот те решения, о которых вы говорили, которые были приняты за последние годы по переходу, по подключению частного сектора к централизованному теплоснабжению в районных центрах, в больших поселках, они привели к росту расходов бюджета республики где-то на 5 миллиардов рублей. Вот, каждый год, который мы тратим. Это не разовые какие-то вложения, так, это 5 миллиардов увеличения субсидий на ГУП ЖКХ. Вот только за счет того, что частный сектор массово начал подключаться. Коллеги, не забывайте, что у нас население платит около 20% от себестоимости. Это 20-30% от себестоимости выработки тепла. Про Арктику я вообще не говорю, там оно платит порядка 3-4% во многих местах. Соответственно, мы должны понимать, что увеличивая подключение к централизованному теплоснабжению населения наших сельских районов, по тем технологиям, которые сегодня существуют, мы автоматически просто увеличиваем дотации, которые должны ежедневно давать ГУП ЖКХ. У нас в этом году, я точно по ГУП ЖКХ не скажу, но у нас субсидии на организации коммунального комплекса достигли 24 почти миллиардов рублей. Это мы рекордсмены в стране, так, причем с огромным перевесом. Ни в одном регионе страны таких субсидий для коммунального комплекса не дается. Вот. И, конечно же, этот вопрос мы должны рассматривать и с точки зрения повышения энергоэффективности, так, с точки зрения повышения, в том числе, и адресности льгот. Поэтому это такой вопрос очень серьезный, поэтому, конечно, мы подключение будем вести, но именно исходя вот как раз из экономических подходов. 24 миллиарда дают федералы Якутии до 2024 года на расселение аварийных домов.
Из них 2 миллиарда 100 миллионов Якутия получит в 2012 году. Хотелось бы знать, как будут распределяться эти средства и сколько конкретно получит Якутск с своей проблемой аварийного жилья. Спасибо. Спасибо. Александр, я очень надеюсь, что эта сумма будет все-таки больше. Олеся, больше, чем 24 миллиарда. Вот, 24 миллиарда это предварительная сумма были. Так, мы сейчас очень плотно работаем с Минстроем России, с профильными зампредами правительства для Российской Федерации, для того, чтобы эта сумма была увеличена. У нас потребность по республике, конечно, кратно выше. Вот, сейчас вот как раз параметры по национальным проектам, они все сводятся. И я надеюсь, что уже в течение следующего октября месяца у нас будут четкие цифры, которые мы сможем вам озвучить. 24 это вот тот минимум, который мы точно получим, так, но я все-таки ставлю вопрос перед руководством правительства Российской Федерации, чтобы это было, еще раз говорю, кратно увеличено. Распределение, оно пойдет так же, как и в прошлые года, когда по годам признания аварийными, по тем районам, у которых аварийное жилье сегодня наличествует, так суммы эти будут распределяться. У нас, если так навскидку сказать, где-то 1 200 000 квадратных метров жилья признано аварийным и включено, передано, скажем так, в реестрах Минстроя России для включения в реестр аварийных домов, подлежащих расселению по этой программе. Из них порядка 120 000 – это аварийное жилье по городу Якутску, 1/10 часть. Ну, соответственно, значит, вот от сумм, которые будут выделяться, где-то 1/10 будет идти на город Якутск. Александр Сергеевич, вот вопрос. Правительство России внесло в Госдуму бюджет профицитный. Какой у нас бюджет прогнозируется республиканский в следующем году? Ну, бюджет России, это бюджет России, так, конечно, он все связано с профицитом, с учетом того, что очень значительная часть этих средств, которые поступают сегодня в федеральную казну, уходят в резервные фонды, отсекается, в том числе цена отсечения по нефти и так далее, тоже известно. Так? Я, правда, не видел еще по цене на следующий год, но по этому году, например, там $40. Так? Что касается нашего бюджета, мы сейчас его сводим. Сводится он, конечно, очень сложно, потому что те проблемы, которые есть в бюджете 2018 года, они никуда не исчезают в 2019 году. Здесь некоторые коллеги, сидящие здесь в этом зале, смеялись, где же там у нас проблема, вот у нас бюджет исполняется прекрасно, у нас перевыполнение по сравнению с 2017 годом там на столько-то миллиардов и так далее. Да? Коллеги, у нас одно увеличение заработной платы по МРОТу, только по МРОТу, так, оно плюсом принесло 5 миллиардов расходов на бюджет этого года. Вот. Одно только увеличение вот по заработной плате, которая в целом по массе указано было, это где-то порядка, если не ошибаюсь, около 12 миллиардов. Вот. По субсидиям коммунального комплекса у нас расходы увеличились где-то на 6 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом. При этом вы знаете эту ситуацию, когда 10 миллиардов из субсидий коммунального комплекса вообще не были нигде не учтены. Не в расходах бюджета, так. Просто их забыли включить по неизвестным науке причинам. Вот, нет, подожди, я про бюджет еще не закончил. Да? Соответственно, вот мы сейчас как раз верстаем бюджет, да, исходя из понимания, что мы, безусловно, должны выполнять свои социальные обязательства, раз. С другой стороны, мы должны достаточно серьезно смотреть все-таки по развитию. То есть инвест в бюджет республики у нас не должен обнуляться. И те подходы, которые у нас есть, мы рассматриваем с повышением эффективности использования бюджетных средств. У нас многие оптимизацию понимают только как сокращение штатных единиц, так и не больше. Это, коллеги, совсем не так. Оптимизация – это повышение эффективности использования бюджетных средств. И вот исходя из этого, как раз сегодня все параметры по всем госпрограммам мы смотрим, пересматриваем. Во главу угла ставим именно использование, наиболее эффективное использование средств по тем или иным направлениям. Вот, поэтому в установленные сроки бюджет будет сверстан и внесен в государственное собрание уже на рассмотрение.
Арсений Сергеевич, можно ли в Якутии изменить отношение к переправам? Мы были в Иркутской области, и на наш вопрос, почему переправа бесплатна, очень сильно удивился паромщик. Паромная переправа. Сказал, это же продолжение федеральной дороги, поэтому, коли нет моста, то, значит, передвижение по реке, по озеру должно быть бесплатным. И вот одним из первых указов, вернее, поручений, Солодову, было навести порядок на паромной переправе. Мы это почувствовали в августе, но вот, к сожалению, в эти выходные, в воскресенье была многокилометровая очередь, и также большегрузы наравне с легковушками грузятся на паром, и нужно ожидать 3-3,5 часа очередь. Во-первых, мы, конечно, бесплатно паромные переправы сделать не можем, так вы сами посчитайте, какие расходы лягут на бюджет. Так? То, что на остров Ольхон, который является туристической такой меккой в Иркутской области, людей просто бесплатно переправляют, молодцы иркутяне, так, это на остров-то можно, наверное, бесплатно возить, так? С учетом того, что все вы там туристы оставляете гораздо больше, чем одна переправа. Вот. А на наших дорогах, еще раз говорю, мы бесплатную паромную переправу не скоро введем, точнее вообще никогда не введем. Вот. Что касается наведения порядка на паромной переправе, сейчас Владимир Викторович, группа его там готовит окончательные решения, которые начнут работать со следующего года. Вот в этом году они проверили, кое-что получилось, кое-что нет, но уверен, что в следующем году все-таки с помощью, в том числе и цифровизации, все-таки порядок на паромных переправах здесь в районе города Якутска будет. Пожалуйста. На прошлой неделе состоялось значимое событие, первое пленарное заседание. Арсений Сергеевич, вы присутствовали на нем и напутствовали депутатов. В целом, как ваше впечатление от работы первого заседания, начала созыва? Я был на открытиях всех сессий Государственного собрания, начиная со второго созыва. Да? 2 раза как непосредственный участник, и остальные как зритель. Да? Ничем не отличается, всегда все так начинается обычно. Так? Легкая сумятица, старые депутаты троллят молодых, молодые по неопытности там что-то не до конца понимают, не так поступают, не так кнопки нажимают. Так? Это пару сессий и все устаканится. А так профессиональный состав, я считаю, он хороший, нормальный. Стало больше женщин, стало больше представителей районов. Это тоже меня радует. Так? Фракции вполне себе тоже такие нормальные, сформированные. И вот я встречался со всеми фракциями отдельно. У меня позитивное впечатление. Добрый день. Ой, прям сразу двое, да? А можно женщине дать слово? Раз заговорили о женщинах, да, Арсений Сергеевич, у меня такой вопрос. Поскольку мы все живем в городе Якутске, и нас всех волнует настоящее будущее нашего города, да, я думаю, жителей тоже этот вопрос беспокоит. Каким будет взаимодействие с новой городской администрацией? И, я абсолютно не сомневаюсь, что что это все будет прекрасно, да? Но хотелось бы услышать из первых уст, какие планы и как вообще это взаимодействие будет происходить. И все-таки второй вопрос: зачем будет заниматься Людмила Валерьевна? Я просто не представляю, что такая деятельная женщина не будет ничем заниматься. Спасибо. Спасибо. Так, что касается города Якутска. Естественно, я буду городом Якутском заниматься достаточно плотно, потому что столица Республики Саха-Якутия должна находиться постоянно в зоне внимания главы республики. Так, с Светланой Владимировной у меня лично всегда были хорошие отношения, так, они такими же и остались. Мы с ней уже встречались и в ночь после выборов, и потом она приходила ко мне, поэтому я уверен, что мы с ней абсолютно конструктивное взаимодействие, как всенародно избранный главой города Якутска. Не то, что наладим, у нас оно есть, так, мы просто это все выстроим правильно, и я считаю, что город Якутск будет нормально развиваться. Я здесь никаких, еще раз говорю, по отношению к избранному главе города у меня никаких вопросов нет. Здорово. Спасибо. А про Людмилу Валерьевну? Эти вопросы вы ей задавайте, так, чем она собирается заниматься, так, пока она должна будет все-таки
дождаться того момента, пока правительство Республики Саха-Якутия, как крупнейший акционер банка, сформулирует свою позицию по преемнику, так, в банке, внесет его. Преемник должен пройти все процедуры согласования с Центральным банком Российской Федерации. Это на самом деле для банков очень такая сейчас нынче непростая процедура. Вот. И после этого она вот, как до конца года уже покинет свой пост окончательно. Так, ну а дальше уже там планов много разных, я все рассказывать не буду, все-таки лучше у меня потом спросить. Спасибо. Разрешите? Алексей Сергеевич, вот интересно, во время встречи вашей с Путиным, да, во время назначения, у вас было такое у обоих хорошее настроение, и он так обрадовался, да, что вас увидел, или вы ему что-то сказали, можете приоткрыть такой завес? Повторить. Да, я рассказывал уже некоторые. У нас мы с президентом поговорили об очень многих вещах. Так, о моем назначении он много минут мне сказал, что ты там работал, там работал, там работал, там работал. Ну, мои эти шаги по лестнице тоже мне говорят. Как ты руководил городом? Говорит, я сам видел, так, как город Якутск изменился в хорошую сторону за последнее время. Поэтому, говорит, кроме тебя у меня на Якутии никого не справишься, нет? Ну, я ответил, что справлюсь, если бы вот. А так, ну, конечно, очень для многих это удивительно, но вот мы с ним достаточно долго сидели, там, ну, треть, наверное, нашего разговора, это был рассказ мой о Верхнеюрьской школе, физмат-школе, о Михаиле Андреевиче Алексееве, памятник, который мы открыли в День государственности. Вот он выразил, конечно, восхищение этим человеком, который смог в далеком селе Якутском такую школу создать, так, и, конечно, поддержал меня в том, что пример таких людей, как пример настоящего патриотизма, настоящей гражданственности, мы должны пропагандировать. И вот похвалил меня за то, что мы бульвар учителя сделали, памятник сейчас там будет стоять. Ну, я много другого еще говорю. Последнее десятилетие, я думаю, вы спорить не будете со мной, официально Якутск уделял немного внимания промышленным районам. Ну, считалось, вероятно, что там люди живут лучше, объективно так было, но за годы безразличия, за десятилетия, наверное, даже, да, там накопилось много проблем и обид. С проблемами, я знаю, вас знакомили и в Алдане, и в Неринге в том числе. Но как результат этих проблем и обид, ваш личный рейтинг был достаточно невысокий на этих выборах. Единая Россия вовсе провалилась. Какая будет сейчас политика в отношении вот этих промышленных районов? Опять же, в своем выступлении 27 сентября я про это сказал, что мы должны, конечно же, заботиться о тех людях, которые своим трудом, ну, двигают вперед экономику республики, живут в центрах экономического роста. В Мирном, в Ленске, в Алдане, в Неринге. Потому что, вот, например, состояние здравоохранения в том же Неринге, да в том же Мирном, на самом деле, оно крайне низкое. Вот я честно говорю, оно гораздо ниже, чем в городе Якутске. Вы просто не представляете себе, что там. У них оснащение районных больниц, которые должны обслуживать там десятки тысяч человек, так оно гораздо хуже, чем во многих наших районных центрах сельских. Вот. Это абсолютно недопустимо, и поэтому мы будем по каждому району отдельно рассматривать, и вот качество социальной инфраструктуры там должно не уступать лучшим городам Дальнего Востока. Вот такая задача у нас стоит на ближайшие 5 лет, мы обязательно ее будем решить. Потому что, еще раз говорю, качество жизни людей в промышленных наших районах, оно сегодня, к сожалению, далеко не такое, какое было в советские годы, например. Да? И, может быть, за последние годы оно еще, вот этот разрыв еще больше увеличился. По каждому району стоит. Вот в Алдане, например, конечно же, это вопросы сноса аварийного жилья, которого у них сегодня больше, чем в городе Якутске, официально признано. Вот. И, конечно, это проблема номер один для Алдана. В Неринге вот это здравоохранение. Вот. В Ленске есть свои проблемы очень острые. Переду и Биким, я вообще даже не говорю, там надо тоже экстренные меры принимать, особенности по переду. Вот, поэтому всеми ними мы будем заниматься и делать все, чтобы все-таки у людей появилось доверие к власти. У них нет доверия к власти, а, к сожалению, во многом наша власть в местах, в некоторых из этих районов, она предпочитала и предпочитает работать по старинке. А по старинке уже не получится. В каких районах можете сказать? Посмотрите список
проголосовали, там все понятно. Пожалуйста, Денис, как у меня Александр Сергеевич, вопрос связан с тем, что вам сейчас придется в какой-то степени разгребать, предыдущие руководителей. Опора России написала вам письмо, в котором просила разобраться обеспечить меры прозрачности в отношении фондов, которые у нас в республике практиковались, ну и до сих пор продолжают работать, в частности это РИК. И вообще были предложения о выводе государства из сферы малого бизнеса. То есть государство не должно заниматься бизнесом, есть даже план, по-моему, Путин конкретно утвердил национальный план о выводе, в частности, в него входят такие компании, как Кондракмет, ФПК Якутия, РИК. Вот какие меры будут приниматься конкретно по предприятиям РИК, ФПК, Кондракмет, ну и у нас еще, по-моему, есть насчет Сахабута нет. В общем, там, где государство занимается тем, чем у нас вполне нормально выполняет бизнес. И второй, извините, второй вопрос тоже касается предыдущих. По антиалкогольной политике, как будет вестись работа, будет ли ужесточаться меры, или они останутся такими же, которые закрепились в последнее время? Спасибо. Так, начнем со второго вопроса. Так, я подписал решение, по которому функции как раз по контролю за алкогольной продукцией, они переданы Министерству предпринимательства и торговли, туризма. Так, соответственно, они уже должны, новый министр будет назначен, потому что завтра, послезавтра, они должны будут в этой части отработать и потом мне предложение внести в целом. Мы, конечно, будем и дальше поддерживать политику здорового образа жизни, политику ограничений по продаже алкоголя, они тоже будут работать так, но еще раз говорю, мы все прекрасно знаем, что несмотря на наличие вот этих законов, так, у нас во многих местах, особенно в районных центрах, в больших деревнях, там, в городах, продажи контрафакта за это время просто выросли, да? Это повсеместно. И, конечно же, та же смертность от алкоголя и так далее, она, к сожалению, не сильно уменьшилась. Поэтому в этой части мы будем менять подходы с тем, чтобы добиться более действенных, с одной стороны, действенного исполнения принятых уже решений по ограничению, с другой стороны, чтобы легальный бизнес, который легально работает, легально платит налоги, не страдал в этой части. Вот. Я думаю, что мы здесь сможем найти золотую середину. Вот. Что касается по работе наших структур, я согласен, что государство в сферах, где работает малый бизнес, оно не должно особо присутствовать. Так? И с этой точки зрения по РИКу, по Кондракмеду определенные решения будут приниматься. Я не говорю, что они будут приниматься моментально, потому что там все-таки надо принимать решения так, чтобы не нанести ущерб, в том числе и самим предприятиям этим крупным. Что касается ФПК, я здесь никаких проблем-то не вижу. ФПК, она всю жизнь существовала еще до появления всякого малого бизнеса и как раз занималась производством виноводочной продукции и безалкогольных напитков, так, чем она продолжает заниматься. Вот. Тут особых таких проблем я не вижу. А вот по РИКу, по Кондракмеду, да, это есть. И мы это будем пересмотреть. Примерно хотя бы сказать, в чем? Ну, во-первых, мы будем смотреть с точки зрения того, чтобы вот у РИКа, например, очень много дочерних предприятий, они все-таки не занимались в тех сферах, которые, ну, как вам сказать, ну, как раз малый бизнес, да, вот, чтобы не было таких предприятий, так, все-таки они должны сосредоточиться на более крупных проектах, в том числе инвестиционных проектах. По Кондракмеду мы будем смотреть, чтобы все-таки, если они вот в общепите какие-то свои интересы имеют, то чтобы эти все площади сдавались, например, в аренду по прозрачной процедуре. И чтобы те рестораторы, которые хотят в этих помещениях работать, платили арендную плату и работали. То есть проблема с непрозрачностью Кондракмеда уже все-таки реально были, да? Не, ну как сказать, что они непрозрачности были, не были. Денис, ты сам про это писал раз в месяц, наверное, так, еще задаешь вопросы, на которые знаешь ответ. Давайте уточняющие вопросы оставим. Лена Тихонова, пожалуйста. У нас очередность
Лена Сидорова, потом Злата, потом Харькович. Пользуясь представленной возможностью, разрешите поздравить вас с избранием и вступлением в должность, пожелать достойной работы и поблагодарить за сегодняшнюю интересную встречу. И такой вопрос, да, который будет, надеюсь, интересен многим коллегам. Какое-то реформирование или переформатирование работы госсми и государственных, оно планируется у вас или нет? И будут ли такие встречи периодическими? Спасибо. Ну, насчет личности я сразу сказал, что мы будем регулярно встречаться, так, уверен, что они нужны, необходимы, как мне, так и мы. Вот. Что касается переформатирования работы по госсми, да, они будут, так, потому что я считаю, что у нас все-таки по госсми, к сожалению, недостаточно эффективно, вот как раз с точки зрения эффективности, недостаточно эффективно мы деньги там тратим. Поэтому решения определенные будут. Какие я пока озвучивать не готов. Так, они еще, когда сформируются, тогда вы о них узнаете. Здравствуйте. У меня такой вопрос, довольно-таки серьезный. Примерно в конце августа полномочным правам человека была поднята тема категории лиц, нигде не проживающих, которых на самом деле в нашем городе очень много. И пополняют эти ряды люди, освободившиеся из зон ВОД. И, в общем, в связи с тем, что сейчас действует перерасчет сроков содержания этих граждан, их очень много в городе Якутске становится. И они, как правило, не возвращаются в районы, они оседают в городе Якутске. И эта проблема стоит очень остро. Первая акция «Путь к дому» показала, что среди этих лиц есть люди с открытой формой туберкулеза. И как-то вот на республиканском уровне эта проблема будет решаться? И появится ли у нас в городе какое-то подобие медицинского медотрезвителя? Хорошо. Что касается вообще работы с этими лицами, конечно же, государство этим будет заниматься. Вместе с тем я здесь намерен как раз усилить работу социально ориентированных организаций. Потому что, как показывает опыт, создание всяческих государственных учреждений, каких-то там специализированных организаций, оно ни к чему хорошему особо не приводит. Так, это эффекта меньше. Гораздо меньше, нежели когда этим начинают заниматься общественные организации, которые под это заточены, и при получении определенной, в том числе и грантовой поддержки со стороны государства, они достигают гораздо больших эффективных результатов. Это не только у нас в Якутии, это в целом в стране, да и в мире это так. Поэтому вот в этом направлении мы как раз будем работу эту выстраивать. Вот. Вместе с тем, еще раз говорю, мы проблему это прекрасно знаем. Не могу, конечно, сказать, что их очень много, да, но их достаточно много, да, к сожалению. И к огромному, опять же, к сожалению, большинство этих людей имеет абсолютно живых родственников. Так, причем не одного, не двух, а многих родственников. Так, и детей имеют, и братьев, сестер и так далее. В основном, к сожалению, сегодня можно об этом тоже говорить. Большинство это наши сельские районы. Так, потому что вот, те результаты, которые мне дают сегодня, они как раз процентов 85 это вот как раз выходцы из наших сельских районов. И, конечно, их социализация, их возвращение обратно в свою родную среду, так, это, конечно, вот та задача, которую, я думаю, что мы с помощью социально ориентированных организаций все-таки сможем решить. А по поводу медицинского отрезвителя? Ну, вы считаете, что это такая серьезная проблема, которая требует моментального решения? Ну, может быть, не моментального, но как человек, который недавно побывал в РБ-2, в приемном отделении, я скажу, что это очень неприятно, потому что их всех свозят туда, с улиц, подбирают ямы. И это проблема. Но сегодня, к сожалению, вот сказать, что вот отдельный отрезвитель мы построим только вот для этих лиц, да, у нас же и законодательно это все очень сегодня запутано на федеральном уровне. Потому что раньше вся эта система работала, а потом федеральный законодатель поменял подходы, так, и все, и теперь у нас получается, что обязательно вот эти пьяные люди должны проходить через медучреждение. Вот раньше такого же требования не было. Поэтому если нет отрезвителя, как вы создавали, это должно быть медучреждение. А медучреждение, это полиция, например, туда не идет. Да? Вот, получается, что мы должны туда будет ЧОП опять нанимать для охраны уже этих людей, так, защиты их от самих себя и так далее. Мы же в городе этим занимались, там куча возникает вопросов, которые, к сожалению, вот, очень плохо регулируют сегодняшний вопрос. Особенно с учетом того, что
никто из врачей не хочет на себя ответственность брать за работу с этим контейнером. Но однако же их везут в РБ. Но сегодня и горожанам приходится с ним сталкиваться. И вот эта открытая форма туберкулеза, она очень пугает и настораживает, как жителя города Якутска. Спасибо. Большое спасибо. Да. Александр Сергеевич, уточните, пожалуйста, вот национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года. Ну вообще вот ученый мир наш якутский считает, что мы совсем не Дальний Восток, а крайний север. И по климатическим условиям, по условиям проживания, развития там нашей промышленности, сельского хозяйства. Вот. В каком аспекте вот наша республика войдет в эту программу? Почему она называется национальная? И вообще до этого мы принимали мегапроекты, там развитие тоже до 25 года, до 23 года. Эти программы уже мы забудем. Сейчас уже новая эта национальная программа. В каком виде наша республика войдет в эту программу? Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Еще раз хочу сказать, что президент в своих действиях, он достаточно последовательный. Потому что несколько лет назад было объявлено, что приоритетом страны на 21 век будет являться развитие Дальнего Востока. Был принят ряд таких мер, в первую очередь по стимулированию экономического роста на Дальнем Востоке. Сегодня мы видим, что эти меры в целом приносят уже свой эффект. 35% иностранных инвестиций, которые идут в страну, они идут на Дальний Восток. Резко выросло здесь количество организаций, предприятий, которые заняты в той или иной сфере промышленности. Экономический рост по Дальнему Востоку, он все-таки выше, чем в целом по стране. Резко либерализовано законодательство в части создания тех же территорий опережающего социально-экономического развития. Сегодня уже Дальний Восток ставит вопросы не просто экономические, но в том числе и социальные. Потому что мы видим, что есть какие-то проблемы, которые касаются уже не экономических вопросов, а социальных вопросов. И сегодня уже как раз у страны появилась возможность более четко сосредоточиться на их решении. И президент принял решение, как раз на Восточном форуме было обозначено, что для Дальнего Востока должна быть отдельная программа. Мы исходим из того, что сегодня уровень развития Дальнего Востока, социальный в первую очередь, он все-таки ниже, чем в среднем по стране. И если развитие в рамках нацпроектов по стране будет идти одинаковыми темпами, а оно так и предусматривается, то мы это отставание свое от других частей нашей страны, мы его не сократим, а кое-где оно даже увеличится. Если совсем будет подходить одинаково. Поэтому Юрий Петрович Трухин этот вопрос поставил перед президентом. Президент после рассмотрения поддержал о том, что Дальний Восток должен развиваться быстрее, чем в рамках реализации нацпроектов до 2024 года, быстрее, чем другие регионы страны, другие части страны. И под это будет сделана специальная отдельная программа, в которой будут выделены отдельные деньги. И это поможет нам, скажем так, минимум достичь среднероссийского уровня развития по всем показателям социального и экономического развития региона. И то, что мы находимся на Дальнем Востоке, исходя из этого, это для нас благо. Потому что, еще раз говорю, мы, будь не в другом округе, в том же Сибирском, мы не получили никаких преференций. Василий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос, немножко, может быть, приземленный. Очень серьезную беспокойность вызывает постоянные отключения Якутской ГРЭС-2. У нас зима на носу, и не случится ли так, что в один прекрасный день город зимой останется без света? Причем отключения, я замечу, очень надолго бывают. Какие-то действия в этом направлении будут предприниматься со стороны правительства? Спасибо. Спасибо, Галина, за вопрос. Конечно же, каждое нештатное отключение, особенно с остановкой турбин на ГРЭС-2, оно находится в зоне нашего рассмотрения. По каждому вопросу мы с генеральным директором Якутскэнерго беседуем. Есть проблемы там технологические, есть проблемы человеческие. Именно по ГРЭС-2 уверен, что человеческий фактор скоро
все-таки он совсем на ноль должен уйти, так, все-таки люди уже привыкают к работе на этом оборудовании, научились, в конце концов, работать на ноль, так. Что касается технологических, есть штатные ситуации, связанные с выходом из строя тех или иных агрегатов. Ну, еще раз говорю, в период работы электростанции такие вещи всегда будут. Так? Ну, соответствующим образом они ремонтируются, возвращаются потом обратно, ставятся. При этом, конечно же, у всех у нас вызывает обеспокоенность эти отключения света. Но эти отключения в ближайшее время уйдут уже в прошлое. Почему? Потому что у нас, я надеюсь, что все-таки уже в октябре, в ноябре будет полностью завершена работа по подключению города Якутска к той линии, которая у нас с Ненангу сюда прошла до мая. Вот, высоковольтной линии. И мы будем получать постоянный переток, где-то в размере порядка 100 мегаватт у нас будет там резервных на этой подстанции. Соответственно, при отключении здесь электричества по тем или иным причинам, нам это отключение тут же будет компенсировано уже с подстанции мая в течение нескольких минут. Поэтому мы считаем, что сейчас главная задача энергетика – это в кратчайшие сроки подключить эту подстанцию. Там все работы практически выполнены, там технологически, еще раз говорю, но я очень надеюсь, что в течение октября работа будет выполнена. Александр Сергеевич, по ЕГРС-2 тоже дополнение. Да. Будете ли вы проводить лично финансовый аудит вообще по стройке, да, в частности, например, вот техпресс водоканалом, работы были заказаны на больше, чем $1 миллиард рублей, до конца не доделаны, деньги куда-то исчезли и так далее. Тут не мы заказчики этой стройки, так, поверьте мне, счетная палата очень внимательно следит и проверяет все расходы по данной стройке. Есть у них претензии непосредственно к самим заказчикам, заказчикам это выступал Русгидро, подрядчикам, которые выполняли работу, так, и уже к нам, в том числе к правительству, городу Якутску в части переподключения котельных технологий. Эти работы мы тоже сейчас выполняем. Я надеюсь, что в своей части мы все претензии контрольных органов снимем. Но вот что касается вот этих договоров, которые Якутскэнерго и Русгидро заключали, каждый должен нести ответственность. Добрый вечер, Алексей Сергеевич. Газета Якутия, Григорий, да? У меня, скажем так, идеологический, может, скорее, концептуальный вопрос, да? Вот вы вначале сказали о первых своих указах, да? И, соответственно, приоритеты, да? При этом вы подчеркнули, что стратегия развития республики, она будет стратегией роста. Та стратегия, оказывается, была стратегией стабильности. При этом, по вашим указам, здесь нет экономики, все образование, сельское хозяйство, мы же прекрасно знаем, что сколько бы у него не вливать, оно отдачи не принесет. Какие точки роста вы для себя видите, если это будет стратегия роста? При этом вы по ходу разговора подчеркнули, что и МРОД давит, и ЖКХ там плюс 5 миллиардов. По расходам плюсы, а где доходы, с чего так добиваться? Во-первых, Петр Григорьевич, вы плохо слушали, так? Замечание вам как главному редактору государственной газеты. Первым я указом назвал указ о стратегических направлениях экономического развития Республики Саха-Якутия. Так? Социально-экономического развития. Поэтому прошу не передергивать, так, в этом указе эти вещи будут описаны. На самом деле, еще раз говорю, я сказал социально-экономического, хотя, может быть, мы его назовем экономического, потому что есть разные подходы. Некоторые мои коллеги считают, что по социальному направлению нужен отдельный указ.
ну, социальный блок в первую очередь. В этом тоже есть своя правда. Я коллег своих уважаю, так если они меня до конца убедят, может быть, я разделю на две части. Еще раз говорю, эти указы сейчас разрабатываются и дорабатываются. Поэтому указ о стратегическом направлении экономического развития он будет, и там основные эти вещи мы озвучим. Вот, это первое. Второе, понимаете, коллеги, когда мы говорим об экономическом развитии республики, это не только бюджет, и это совсем не бюджет. Вот у нас есть глубочайшее заблуждение в республике, что все в республике должно развиваться за счет бюджета. Вот, и поэтому как раз мы пытаемся иногда даже бюджетные деньги там направлять на реализацию каких-то сырьевых проектов и так далее, но что в корне неверно. Вот. Бюджет это в первую очередь должен быть направлен на социальные задачи, на решение социальных задач и на решение инфраструктурных проблем. Как раз решение инфраструктурных проблем, оно как раз нашему бизнесу сегодня больше всего и нужно. Чтобы у них было электричество, чтобы у них были ресурсы, в том числе вода, газ, тепло, чтобы были дороги. Вот. При решении этих проблем бизнес, будь то крупный бизнес, будь то малый бизнес, он все задачи сам решает. Лучше всякого государства. Вот это мое глубочайшее такое, знаете, убеждение. Можете с ним соглашаться, можете не соглашаться, так, но в этом направлении мы и будем дальше двигаться. Вот. Поэтому, Федор Григорьевич, мы с тобой еще потом побеседуем. Александр Сергеевич, у нас есть такое непонимание. Есть участники Южного Тора, недропользователи, крупные недропользователи, да? Государство им предложило большие преференции, чтобы они вошли в этот Южный Тор. Что это за преференции? Это какие-то налоги, которые они не платят в бюджет? Что-то материальное или что приобретаем? Никто пока мне на этот вопрос не ответил. Что мы будем иметь после того, как появится возможность не платить налоги? Спасибо. Вы имеете в виду Тор Южной Якутии? Да. Тор Южной Якутии, на самом деле, вот это мое личное мнение, это, наверное, наиболее удачный пример территории прилежащего социально-экономического развития, которое сегодня у нас в стране вообще есть. Почему? Потому что, какие налоговые льготы получает этот закон, откройте, там все написано, да, четко, как по всем видам налогов, какие преференции существуют. Вот. Плюс правительство Российской Федерации приняло решение помочь Колмару в части инфраструктуры. Строительство как раз энергетической инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, железнодорожной к их шахтам. И Денисовской, и Кинабинской. В результате что мы сегодня имеем? В результате мы имеем, что количество работающих людей уже превышает 3500 человек. Вот. Мы видим, что фабрики уже построены, уголь добывается, уголь реализуется. Налоги, пусть они пока не по полной, но они уже платятся. Самое главное, что, еще раз говорю, у города Нерюнгри появилось, и у Чурмана появилось ощущение жизни. Вы знаете, я в Нерюнгри тоже время от времени бывает, так? Но сейчас перспективы Нерюнгри, они связаны не с Якутуглой. Потому что Якутугль все-таки он уже находится на такой, знаете, на нисходящей стадии. Мы примерно можем даже говорить, в течение какого периода добыча на Нерюнгринском разрыве будет окончательно закрыта. Это уже не многие десятилетия, как мы раньше говорили, так это уже 10 лет, там, плюс-минус. А перспективы как раз Нерюнгри, они больше связаны уже с развитием Колмара. Вот как раз в Денисовске, в Набинске, других проектов, которые имеются в этом направлении. Они уже сегодня строят жилье для своих сотрудников. Они уже сегодня вложились, и проектно-сметная документация строительства аэропорта Нерюнгри, Чудина, так, она как раз профинансирована за счет Колмара. Можно продолжать этот список очень долго. Так? Мы, вот еще раз говорю, от этой территории, потому что она появилась, имеем очень много. Но в ближайшие годы они планируют число работающих увеличить до 7000 человек. Вот это еще 3000 рабочих мест, которые появятся. Это, причем Колмар, он просто заинтересован, требует, чтобы в первую очередь все-таки были люди именно местные, из Якутии. Поэтому со всех сторон, еще раз говорю, это замечательный проект, который мы только поддерживаем. Добрый день, Александр Сергеевич.
Вопрос по поводу парламента республики. Вот вы говорили, когда вступали в должность, ну, раньше еще, в мае месяце, по-моему, о том, что парламент республики постепенно должен стать профессионально работающим парламентом, должно быть уменьшено количество депутатов. Вообще парламент не один раз претерпевал такие изменения, да, был парламент и так далее. Вот как вы видите эту трансформацию, да, как она должна происходить? И, во-вторых, не скажется ли это на тех функциях, которые парламент несет, на законодательных и так далее? Как вы думаете? Спасибо. Ну, я, наверное, пожалуй, сейчас не буду сразу говорить, что это такое решение надо принять и так далее. Я в своем выступлении предложил его рассмотреть, так, и обсудить. Знаете, много людей, которые поддерживают эту идею, много тех, кто считает, что это неправильно. Вот. Я, например, еще раз говорю, вижу основную проблему нынешнего вот такого существования парламента, как, ну, полупрофессионального, скажем, да, больше любительского, в том, что мы абсолютно не успеваем заработать в федеральном поле на творчество. Мы вообще не формируем на федеральную повестку с точки зрения своих каких-то выработки предложений, работы постоянно с комитетами Государственной Думы, в первую очередь, так, по внесению тех или иных проектов, своих или иных проектов. Да. Мы все время сталкиваемся с ситуацией постфактум. Мы узнаем, что какой-то проект разработан, что-то уже принято, что-то уже обсуждается, и потом начинаем на ходу пытаться запрыгнуть на уходящий поезд. Где-то это удается сделать, так, где-то это не удается. Мы, к сожалению, смотрим только вот закон, который связан, вот, где есть там север, где есть Якутия, вот это мы пытаемся смотреть, да, и то не все. Вот. Другое законодательное поле вообще остается вне поля нашего зрения. Поэтому с этой точки зрения качество законотворческой работы парламента хорошим признать нельзя. Вот. Если бы был профессиональный парламент, который постоянно бы занимался только вопросами законотворчества, уверен, что они могли бы более профессионально готовить какие-то законопроекты не только для республики, так, но и для федерации. И их уже достаточно системно продвигать, в том числе через наших депутатов Госдумы, помогая им и так далее, с учетом того, что, конечно, Госсобрание очень серьезно сегодня и свой аппарат, и экспертное сообщество, которое работает с ними, было гораздо, конечно, больше пользы. Вот. И когда я говорил о парламенте, я не говорил о том, что мы должны его сократить. Вот. Сегодня их профессиональной основе работает 19 человек, ну, можно 25 сделать. Я не помню, по-моему, Палата представителей республики, которая работала в первом и втором суде, по-моему, их было 25. 21, да? Ну, вот можно даже до 25 их довести. Палата представителей работала очень хорошо, кстати говоря. Она не только в свое время выработала весь тот массив законопроектов, который сегодня лег в основу вот, государственного строительства нашей республики, они очень плотно работали и на федеральном законодательстве, на законодательном уровне. Вот. К сожалению, это вот постепенно было последующими создано уже утеряно, в том числе, еще раз говорю, из-за того, что сегодня у них работает около 15 комитетов, нагрузка у них определенная своя есть, так, плюс, ну, я же работал, так, собрать кворум того или иного комитета сегодня практически невозможно. Там большинство решений принимается электронным голосованием, там, ну, в заочном виде. Ну, это же тоже не очень хорошо. Алексей Сергеевич, или магазинах делала сюда, наверное, было бизнес-тер ватнахагынна ыйнан халын учаткылыкта. Оқтан ете компанияға білеген сатырыш білгетін тугар интрия қайдақ көрілді. Ондықтан тірлікті компания еш тоғырға қала, это дело қайдаған опшение. Ну, по итогу я, коллеги, здесь распространяться не буду, так, потому что на самом деле там очень серьезные следственные действия, рассматривается деятельность этой компании, ну не этой компании, а вообще в целом этой группы суммы. Да.
правоохранительным органам. Вместе с тем, конечно же, для нас сейчас на сегодняшний день главное, чтобы была обеспечена бесперебойная деятельность газодобывающего хозяйства Кызылсырского, так? Ну и, соответственно, еще потом уже доставку сюда, которая проводится как раз нефтегаз. Здесь я считаю, что правительство держит это просто на контроле. Так, я сам был на газовых промыслах Кызылсыре, так, в принципе, подготовка к зиме проведена в полном объеме. И я все-таки надеюсь, что несмотря на наличие достаточно там крупных проблем в части финансовой деятельности, все-таки хозяйственная деятельность предприятия, она не будет нарушена. В этом вопросе у нас понимание, в том числе и с крупнейшими со всеми кредиторами, такими как Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, там, Чайна, со всеми у нас понимание есть. И сегодня создана и работает группа во главе заместителя министра топлива и энергетики Российской Федерации, в которой входят в том числе и представители республики, и на регулярной основе, практически в ежедневном режиме, с крупнейшими кредиторами и с менеджментом компаний. Заседания данной комиссии в Москве проходят, поэтому мы в курсе всех событий. Наши предложения там тоже рассматриваются и в целом поддерживаются. Василий Сергеевич, здравствуйте. Меня беспокоит ситуация с авиаперевозчиками. Ну вот, просто в сентябре уже обсуждался и Снотбинк, и Редвинс, и ситуация с Аэрофлотом, что Аэрофлот так и в итоге не дал же окончательного ответа, не говорят ни да, ни нет. Вот сейчас есть какое-то уже понимание, кто будет летать в Якутск зимой? Ну, понимание есть, да. Здесь на самом деле ситуация крайне серьезная. У нас реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта вступает в самую такую ответственную фазу, самую такую напряженную, когда длина полосы будет достаточно серьезно сокращена. Она и сейчас уже сокращена, так, но она еще будет сокращаться. И определенный период времени в течение 19 и части 20 года у нас из самолетов, которые могут долетать до Москвы без пересадки, будет возможен вылет только одного вида Боингов. Боинг 737-700. Вот, ну, там еще потенциал есть. Так? Он будет брать на борт всего лишь 125 пассажиров. То есть это значительно меньше, чем сейчас 737-700 летают. Соответственно, экономика там не очень хорошая. И Аэрофлот, он вообще полностью отказался от рейсов. Ну, вы слышали, что на Дальний Восток отказался, так? Но и по Якутии он тоже отказался совершать рейсы, мотивируя это тем, что самолетов такого класса у них нет. Вот, и по такой полосе с допусками у них тоже определенные проблемы в пилотах, но в общем они летать не будут. Последний рейс, если я не ошибаюсь, у них 28 или 29 октября. Вот, у Аэрофлота. Что касается СССР, они летать будут, но они все-таки больше склоняются к тому, что они отсюда будут организовывать рейсы не на Боингах, а на самолетах класса Суперджета с пересадкой в их узловом аэропорту в Новосибирске. Через Новосибирск будут рейсы производить. Поэтому пока у нас подход такой, что рейсы отсюда будут на Москву прямые, беспосадочные, выполнять пока только авиакомпания Якутия. И мы сейчас еще разговариваем также с Волосой, чтобы они тоже такие рейсы делали, пока мы еще, скажем так, консенсус еще не достигли. Редвинс уже, да? Нет, они сразу... Нордвинд и Редвинс, да, с этим видом. Они у них, понимаете, я так понимаю, что этих самолетов не так много, 737-700, так как он уже экономически уступает другим уже более поздним модификациям Боинга 737, то он сейчас уже и не выпускается, и их не так много на эксплуатации в стране даже. И вот по просьбе Министерства транспорта встречался и с министром транспорта именно потому, чтобы разрешили ввоз в страну для авиакомпании Якутия вот таких самолетов. Но по авиакомпании Якутия я в целом хочу сказать, что я не очень доволен ее работой. Есть у меня серьезные претензии, и связаны они не только с постоянными задержками, так, у меня очень большие вопросы к
как раз вот про Денис здесь говорил, про финансовую прозрачность, да, про все-таки про финансовое состояние компании. Потому что та, на самом деле, огромная помощь, которая была им оказана, она все-таки недостаточно эффективно использовалась и используется. Александр Сергеевич, ну ладно, хорошо, там... Вы все, по-моему, уже регламент поменяли, уже по второму, по третьему сейчас вопрос. Ну, тут вопрос как раз такой же, да, вот только другого немножко характера. Хорошо, ладно, там в Москву самолеты летают, там задержками и так далее. Ну а что у нас внутри республиканские рейсы, как у нас с этим делом стоит? Нам вот люди, к примеру, с Андрушкиного жаловались, да, осенью, что они не могут попасть себе домой, потому что у них один вертолет обслуживает 4 улуса, к примеру. И там они вынуждены написать заявки, там чуть ли не дом правительства, и дальше идет, хотя по полярной авиалинии летают. С другой стороны, у нас вот есть промышленная группа районов, да, вот, которые там мирный лес, сегодня об этом говорили, где люди вынуждены летать в Новосибирск, Иркутск для лечения, того же получения там медицинской помощи какой-то, потому что там дешевле долететь до туда, да, чем прибыть в Иркутск. Тут хотя у нас качество медицинского обслуживания, что мы бы не говорили, много выше, чем у них в Новосибирской и Иркутской области. Вот, и как бы, ну, вопрос такой, нам все-таки, мне кажется, дотации какие-то нужны внутриреспубликанские на внутриреспубликанские рейсы. Вы знаете, сколько мы тратим? Я вот представляю, внутри республики. Значит, или как-то другой по-другому этот вопрос решать? Как вот это сделать? Ну, во-первых, так, мы здесь должны понимать, что сегодня экономика внутриреспубликанских перевозок, она, конечно, совсем плохая. Так, и полярники, на самом деле, последние годы сводят концы с концами, выходят небольшую прибыль, только благодаря тому, что достаточно много рейсов по санавиации. Вот, и за счет санавиации, вот, за счет использования вертолета часов, как бы, они сводят концы с концами. При этом вот, та ситуация, которая у нас порой складывается по северным районам, она в целом-то связана не сколько с отсутствием или наличием вертолетов, связана она в первую очередь с погодными условиями. Сейчас требования на самом деле ужесточаются по авиационной безопасности, и при наличии там каких-то ограничивающих факторов рейсы просто не выполняются. Вот, вы знаете, что вот я сегодня, правда, еще не получал информацию по этому пилоту, который, вертолету, который свалился. Вот, до вчерашнего дня просто нет погоды там в том районе, в Момском, Верхнеколымском районе, так и вертолеты не могут вылететь, хотя уже третьи сутки вертолеты стоят готовы. Вот, то же самое вот, по Среднеколымской и Нижней Колыме. Нет погоды на Андрушкино, самые вертолеты не полетят. К сожалению, это так. Вот. И еще очень серьезный вопрос, который нам надо будет решить, и об этом я как раз и президенту ставил вопросы, о том, что же придет на смену Ан-24. Потому что Ан-24, 22 год, это уже все крайняя точка, потом они должны быть списаны. Там продление не более чем на год-полтора. А замена в стране нет. Тот самолет, который сегодня принят как базовый, Ил-114, он хороший самолет, так, но для этого тогда должны быть реконструированы взлетно-посадочные пункты. Вот. Он на грудь не садится, потому что низкая посадка. Мантуров вроде обещал, но... Понимаешь, Мантуров может много обещать чего, да, но самолет это не бутылка, да, быстрее там подготовить и запустить производство. От идеи до выпуска самолета это почти 10 лет. Вот. Сегодня поэтому реально или Ил-114, или еще есть этот Л-410, помните, это чебурашка женится. Сейчас вышел новый Л-610. Вот он, в принципе, может на грунт садиться, вот, и его производство уже локализовано в стране. А он у нас производится? Да, в стране производится уже. Потому что этот завод купили российские предприниматели. Вот тот или это, так, других вариантов у нас нет. Или мы должны искать зарубежные самолеты, так, и их уже массово закупать. Но я думаю, что вот в 2020 году уже правительство должно будет определяться Российской Федерации, что же нам делать по региональной, такой внутренней региональной авиации. А там же Бомбардье еще. Бомбардье это иностранные самолеты, тем более они сейчас находятся как раз в предсанкционном таком. Ну а другие компании запускать мы не можем, в резкие времени дешевле. Коллеги, они думают, что летать, что ли? Да, ради бога, мы никого не запрещаем. Ну вот они летали, нам не сидели. Ну и ушли, потому что это неудобно. Они же не могут себе выкатывать.
Коллеги, если вопросов больше нету, по второму кругу мы пошли, да? Александр Сергеевич, ну вот в связи с майскими указами было повышение работников культуры, образования, медицины, но есть некоторые получатели, которых это повышение не коснулось, например, графа «Прочие». Как вы на это смотрите? Не будет ли неравенства какого-то? Ну, конечно, если так смотреть по бюджетной сфере, так, у нас 50 на 50. У нас половина сейчас есть, половина как раз бюджетников, это те, кто попал под действие майских указов, у которых выросла заработная плата. Половина это те, кто именно по майским указам заработную плату не повышалась, она повышалась именно в качестве вот индексации по зарплате бюджетников, которые ежегодно проходили. Вот. И, конечно, вот сегодня, особенно после последнего повышения МРОД, вот, конечно, вопросов много. Оно есть, кстати говоря, и внутри категорий, которые попадают под указы, но и уже у прочих тоже. Потому что после повышения МРОД у нас очень серьезно, сильно выросла заработная плата как раз младшего персонала. Да? Ну, например, по врачам у нас, ну, как по здравоохранению, у нас сегодня ситуация, что заработная плата санитарок и сестер, она практически отличается на пару тысяч рублей. Вот, естественно, ну, сравнить человек не имеет там никакого профильного образования, или человек, который специально в колледже учился, там стажировался и так далее, вот пришел в больницу, так, выполняет работу, связанную с прямой ответственностью перед пациентом, и получает столько же, сколько вот, санитар. Конечно, жалобы есть. Так, и правительство в последующие годы будет работать именно в этом направлении тоже, по соответствующей, опять же, дифференциации, чтобы тот же инженерно-технический персонал. Мне во время встречи очень много тоже вопросов было, что вот я инженер, я учился в институте, тогда и так далее, работаю на предприятии там уже несколько десятков, ну, пару десятков лет, так, имею такие квалификации, получаю столько же, сколько вот, меньше, чем вот санитар. Вот. Есть такое, поэтому этим будем заниматься. Сергеевич, предыдущее руководство республики было замечено в реализации некоторых проектов, которые ставили в тупик здравомыслящих людей, да? То значит, резиденция. Под видом строительства реабилитационного центра строят резиденцию на Каталинском мосту, то под видом заботы о санитарных кордонах для инспекторов строят вип-заимку на Лямпушке, ну или там то вдруг у них появится желание построить арендное жилье чуть ли не на территории городского пляжа. Вот как вы будете реагировать, если ваше правительство начнет лоббировать какие-то вот такие гениальные идеи? И вообще как будет строиться работа антикоррупционная у нас? Спасибо. Но встреча не могла состояться без вопроса товарища Лидина. На самом деле Виталий задал очень серьезный правильный вопрос. Да? Я что хочу сказать? Надо быть себя честным. Вот. Если что-то делаешь, надо честно об этом объявлять. Так? Это всегда на самом деле проще. Ну, покритикуют, значит, покритикуют за дело. Так? Ну, по крайней мере, ты будешь говорить, что ты сделал это вот именно исходя из каких-то планов. Вот. Поэтому я не думаю, что у нас в последующие годы будут финансы такого масштаба, чтобы можно было там такие какие-то стройки заниматься для руководства республики. Так? Хорошо ли это, плохо, это другой вопрос, так? Но денег на это не будет точно. Вот. Реагировать мы будем на уровне уже принятия решений, так что таких решений приниматься не будет. Вот. Это я вам точно могу сказать. Что касается антикоррупционной деятельности, я очень серьезно к этому подхожу. Мы с руководством нашего управления с товарищем Давыдовым, с вами, товарищем, на эту тему разговаривали. Ряд проверок у нас уже проводится по чиновникам, по нарушениям, связанным с предоставлением деклараций. Так, нарушения есть, они выявлены. Ряд министров и ряд руководителей тех или иных органов, они получат выговоры, так, ну, и некоторые, ну, как раз при формировании нового правительства уже не получат должности. Вот. Ну, в условиях там, если какие-то еще будут факты выявляться, будут и обращения правоохранительных органов. Более того, здесь мы не намерены
останавливаться только на госчиновниках, так, их и не так много, и на самом деле здесь все-таки порядок более-менее устаканивается. Мы будем очень серьезно заниматься и нашими государственными предприятиями. Начиная от тех, которые были перечислены здесь, так, заканчивая уже другими. Их на самом деле у нас миллион. Их очень много. Вот. Поэтому и госучреждения ряд будут просто закрываться, которые абсолютно неэффективны и созданы были в свое время под чьи-то интересы. Вот. И будем в том числе госпредприятиям тоже смотреть, потому что как вот в черную дыру бросать там миллионы, десятки миллионов рублей тоже никак нельзя. Ну, это был, наверное, последний вопрос. Хорошо, я опять вещичные ноги, давайте. Спасибо, коллеги.